В Сунжинскую больницу Айшат поступила 3 недели назад. 60% поражения легких. Тянуло до последнего. Женщину сразу отправили в реанимационную на неинвазивную вентиляцию легких. Сейчас она на кислородном обеспечении. Нормально все, сейчас выздоровела как-то. Была экстренно тяжелая, сейчас стабильно, нормально. Так, почти каждый. Ребят. Ну, сейчас одышки осталось, конечно. А так, хорошо, доктор. К слову, в родильном отделении находится 11 женщин с диагнозом COVID. Болезнь у них проходит неоднозначно. Кто-то переносит легко, кто-то тяжелее. Но случаев передачи вируса плоду в ЦРБ еще не наблюдалось. Главный симптом, после которого пациенты бьют тревогу и обращаются в больницу – одышка. Часто высокую температуру, кашель и слабость путают с сезонным ОРВИ. Поступил в эту больницу с поражением легких 40%. Заметность даже со второй ночи стала заметна намного лучше из-за чуткого внимания, которое уделяется всеми работниками персонала. Всего в Сунжинской больнице развернуто 80 коек. В разгар пандемии число увеличивали до 100. Хоть количество самих пациентов невысокое, однако сам вирус стал более устойчивым к лечению, делятся врачи. Ковид не щадит ни пожилых, ни молодых. Сейчас в реанимации в ЦРБ находится 8 человек. В отделение реанимации в основном поступают больные уже с более запущенными случаями ковид, с осложнениями в виде двусторонней полисегментарной пневмонии с высоким процентом поражения легких в основном поступают. Те больные, которые дома сидели, дома лечились, принимали какие-то препараты противовирусные, то бишь антибактериальную терапию очень часто любят принимать дома. И после отсутствия эффекта от проводимого лечения дома, такие больные уже на фоне низкой сатурации, то есть гипоксии, они поступают уже экстренно уже в отделение к нам. В большинстве случаев у таких пациентов, отмечают реаниматологи, бывает свыше 70% поражения легких. Больного сразу подключают к ИВЛ. Опасаться нужно всем, и людям с хроническими заболеваниями, и даже переболевшим. Повторные случаи заболевания ковида теперь идут очень часто. Как они переносят болезнь? Есть при повторном заболевании и более тяжело переболевшие. Есть те, кто точно так же в более легкой форме, как и раньше, перевели. Я же говорю, даже это не зависит от того, что повторно или первично, наверное. Это все-таки зависит от состояния иммунной системы, от сопутствующих заболеваний. В целом ситуация с ковидом по республике стабильная, отмечает в Роспотребнадзоре. 226 человек находятся в красной зоне, из них на кислородной поддержке 133 пациента. В реанимации 25. Однако опасения вызывает омикрон. В Ингушетии с начала года выявлено 7 случаев с новым штаммом. Еще в 10 регионах страны выявили заразившихся омикрон-штаммом. Бурятия, Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия. Так как новый штамм заразнее дельты, в Роспотребнадзоре России предупреждают, что новые случаи заражения COVID-19 за сутки могут достигнуть шестизначных чисел. Симптомы у него такие же, как при ОРВИ и гриппе. Первый случай заражения омикроном в Ингушетии выявили 30 декабря 2021 года. Женщина легко перенесла болезнь и не заразила родных. Сейчас вот эти 7 случаев омикрон-штамма, из них 2 госпитализированы, находятся муж с женой в больнице, а 5 находятся на дому в связи с тем, что у них в более легкой форме протекает эта инфекция. И хотелось бы отметить, что сейчас мы опасаемся того, что пройдут семейные очаги, потому что эта инфекция очень контагиозная. Спасение от коронавирусной инфекции есть, напоминает Роспотребнадзор. Это вакцинация. Тем более, что жители сами могут выбрать любую из предоставленных вакцин. К слову, для ревакцинации подойдет однокомпонентный спутник Лайт. У него меньше всего противопоказаний. Хава Газикова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.